Государство возьмет под контроль всех риэлторов. На этой неделе Министерство нацэкономики сообщило о завершении анализа регуляторного воздействия к законопроекту о риэлторской деятельности, который в скором времени собираются принять. Проще говоря, власти хотят навести порядок на рынке риэлторских услуг, повысить его прозрачность и обеспечить защиту прав граждан. Не секрет, что сегодня любой может оказаться жертвой мошеннических схем в этой сфере. Сдача в аренду одной квартиры сразу нескольким клиентам, пропажа задатка, выселение без компенсации и даже подделка документов. И отсутствие законодательства означает, что права потребителей в случае конфликта фактически не защищены. В таком случае вроде бы все верно. Здесь давно нужен порядок и закон. Тем более, как говорят чиновники, рынок риэлторских услуг один из самых теневых. И даже называют цифру. В Казахстане работает около 30 тысяч риэлторов, из которых только 30% зарегистрированы официально и платят налоги. Это, безусловно, не порядок. Впрочем, давайте спросим у экспертов, так ли это на самом деле. Да, действительно, на сегодня довольно большое количество людей, специалистов вовлечены в это направление. И здесь я скажу больше, наверное, их не 30 тысяч, а, возможно, в разы больше. И основная проблема и боль этой сферы заключается в том, что низкое качество услуг портит в целом весь рынок. Ведь любой, даже студент, может проснуться утром и сказать: а давайте-ка я буду сегодня риэлтором. И ничего ему не помешает это делать. Он может начинать уже размещать объявления, вести диалог с клиентами и предоставлять разного качества услугу, возможно, даже низкого. Вот в этом и заключается проблематика, ведь это плохо не только для самих риэлторов, потому что формируется стереотип отношения к ним, их скажем так, невовлеченности или низком профессионализме. Но это, конечно же, страдает конечный потребитель, ведь он может попасть в зону риска, ведь от качества услуги зависит в целом покупка недвижимости, ошибка в покупке, ошибка в подготовке документов, да и в целом риск купить неликвидный объект. А речь идет о больших суммах, поэтому да, вовлечено очень много людей, и, безусловно, нужно устанавливать уже правила игры. Что ж, с этим, думаю, согласятся все. Нужен контроль и понятные правила игры. Ведь снимая в аренду или покупая квартиру, мы, потребители, рискуем своими кровными деньгами, заработанными, надеюсь, честным трудом. Ну и тут возникает следующий вопрос. Если деятельность риэлторов лицензируют, то не повысятся ли их услуги?